Топ-10 татарских блогеров. Казак-мазак. За этим забавным названием скрывается блогер по имени Ильназ. Блог начинался как обезличенная группа с татарскими мемами и трогательными историями, но позже администратор группы понял, что личная история подписчикам намного интереснее. Сейчас «Казак-мазак» — это лайфстайл-блог Ильназа и его семьи о жизни и путешествиях в Татарстане. Девушка-бомба. Переехала из города в деревню в поисках контента, а сейчас пытаюсь переехать обратно. Вот что пишет о себе девушка в шапке профиля. Илюса просто наслаждается жизнью и рассказывает об этом своим подписчикам. Татар Малай. Татар Малай позиционирует себя как первый татарский блогер. Пожалуй, в мире лайфстайл-блогинга так и есть. Ренат, так зовут блогера, первый стал откровенно рассказывать о своей жизни на татарском языке. Он делится своими предпочтениями в еде, ситуациями из семейной жизни, рассказывает о родителях и родной деревне. Такая открытость сделала блогера любимцем татар. Рамис Гильметдинов. Рамис снимает юмористические ролики на чистом татарском языке. Тут и жизнь в деревне, и проблемы молодой семьи, и скетчи об отношениях. Иногда блогер делится и деталями из личной жизни. Свадьба, покупка квартиры, рождение ребенка. А его подписчики искренне радуются за Рамиса в комментариях. Дикий татар кызлары. Альбинуш һәм Резидуха, как называют себя сами девушки, в коротких видео смеются над всем и всеми. Свекровь не ладит с невесткой. Это забавно. Подруга собирается на встречу одноклассников. Очень смешно. При этом девушки рассказывают и о своей личной жизни, поздравляют друг друга с днем рождения, окунаются в прорубь, проводят праздники и выходные с семьями. Галиахматова Альфия. Альфия рассказывает о жизни одной пенсионерки. Блогерша размышляет о течении жизни и показывает своих родителей, детей и внуков, радуется урожаю и делится рецептами консервации. Жизнерадостная женщина активно выкладывает посты, делает сторисы и проводит прямые эфиры, а подписчики поддерживают ее в комментариях. Рафиля. Первая татарская фуд-блогерша Рафиля начинала как журналист, а в декретном отпуске стала готовить блюда халяль. Сегодня на страничке можно найти достаточно интересные рецепты. Теплый салат с киноа, роллы с лососем и авокадо, фунчозы с хрустящими овощами и многие другие. Интересно, что фуд-блогерша ведет страницу исключительно на татарском, делится рецептами в постах и своей жизнью в сторис. Василий. Василий только притворяется русским, а весь блог у него на красивом беглом татарском. И не без крепкого словца. Блогер с удовольствием рассказывает о своих рабочих буднях и показывает жизнь в деревне, в которой живет. Для всех, кто мечтает жить подальше от города, этот блог станет большим вдохновением. Ляйсик. Блогерша из Альметьевска придумала себе альтер-эго по имени Зухра Апанаева. Зухра – деревенская девочка, которая приехала покорять большой город. В юмористических скетчах Ляйсан рассказывает о взлетах и падениях на этом непростом пути. Блог девушки постепенно рос и стал страничкой серьезного микроинфлюенсера. Татар-дальнобой. Назим Галимов – дальнобойщик, который решил рассказать об этом всему интернету на татарском. Назим замечает красоту самой жизни, коров и лошадей, которые пасутся на бескрайних полях, закаты и рассветы, интересных людей, которые попадаются ему на пути. Его внимательность, доброе повествование и оптимистичный взгляд на все вокруг сделали блогера любимцем публики.